Прогулкой по набережной Махаджиров продолжился день Сергея Лаврова в абхазской столице. Выйдя из администрации президента, глава российского МИД в сопровождении своего абхазского коллеги Даура Ковы и премьер-министра страны Беслана Барцыц направился в сторону знаменитой Сухумской кофейни. Брехаловка такого почетного гостя встретила традиционно – вкусным кофе и морским ветром. Кстати, и одно и второе пришлось гостю по нраву. Очень вкусно. В беседе за чашкой истинно сухумского кофе Сергей Лавров говорил, что похолодало резко, и для абхазского апреля непривычная облачность. После непродолжительного кофе-брейка у самого моря делегация направилась в Государственный русский театр драмы имени Фазилия Искандера. Там Сергея Лаврова ждали министр культуры Эльвира Арсаля и директор Русдрама Ираклий Хиндба. Да, театр сегодня активно развивается, и вот в плане наших международных культурных связей с Министерством культуры России вот мы сейчас активно работаем по обменным гастролям. Очень здорово. Да. После небольшой экскурсии по театру Сергей Лавров был приглашен стать зрителем нескольких эпизодов из недавней премьеры Русдрама «5 вечеров». Также актеры театра выступили с музыкальными номерами. Глава российского МИД с интересом наблюдал за действом на сцене, а после поблагодарил актеров за представление и признался: даже и не думал, что в такой короткий визит поместится замечательная культурная программа. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Говорят, у вас тут не протолкнуться, билетов нет? Не бывает. Не без этого. Спасибо еще раз. Глава российского МИД поделился своими мыслями и в книге отзывов Русского театра драмы. Министр культуры Эльвира Арсаля преподнесла Сергею Лаврову памятный подарок в виде фарфорового блюда по эскизам декораций первого абхазского художника Александра Шервашидзе-Чачба, со дня рождения которого в этом году исполняется 150 лет. Дипломат презент оценил. Работаем с ягелем русских сезонов. И в этом году вот Императорский фарфоровый завод готовит замечательную лимитированную коллекцию, выпустил с изображением декораций. Прожил 101 год и умер в Монако. Такая вот, он был местоблюститель княжества. Если бы не поехал в Монако, жил бы. Жил бы дольше. Это такой скромный наш памятный подарок. Спасибо вам большое. После посещения Русского театра состоялась встреча министров иностранных дел России и Абхазии, после чего Сергей Лавров в сопровождении руководства страны направился в аэропорт Бабушара. Напомню, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Абхазию с двухдневным рабочим визитом 18 апреля. В его входе глава российского МИД провел ряд встреч с руководством страны, а также принял участие в церемонии открытия нового здания посольства России в Абхазии. Элеонора Гилаян, Рамо Камке, Абаза ТВ.